саламатсызбы. Главврач. Üçüncü koşuk bakın. Саламатсызбы. Атым Азамат Толкунбекович. Снимаем. Мен ишеним катым. Мен атыма берилген. Мен Кализа Матисакмын, аны өтүп алгам. Сизге 3 сурам бар. Ошол суроолорума жооп алганы келдим. Город Тош. Бұл доверенность. 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 Менин атыма. Вот мой паспорт. Көрдім. Русланбек Турсунович. Биринчи сурам. Кылмыш иши боюнча 853/2206 боюнча кабарыңыз барбы, жок? Жок, Кыскача айтып кетейин, 12 август 2022 жылы адам өлтүрүү фактысы боюнча иш козголгон. 122 берененин негизинде кылмыш жаза кодексинин. Август 12 август. Адашпасам 12 август 2022 жыл. Кыскача фабуласы адам өлтүрүү фактысы боюнча козголгон иш. Андан кийин сиздердин кызматкерлериңиздин берген корутундусунун негизинде иштин жагдайы өзгөрүп, квалификациясы өзгөрүп, 123/1-ге өзгөргөн. Башкача айтканда, аффект абалында адам өлтүрүүгө деп иш квалификациясы өзгөргөн. Андан кийин экинчи суроо пайда болуп атат. Сиздердин өзүңүздөрдүн мыйзамыңыздарга ылайык, соттук эксперттик иш боюнча мыйзамыңыздарга ылайык 15 жана 16 беренелердин негизинде сиздердин эксперттер корутунду берип жаткан учурда алардын компетенттүүлүгү боюнча сертификат болуш керек. Туурабы? Ошого байланыштуу Абдуллаева аттуу сиздин кызматкериңиз кол астыңызда иштеген эксперт психолог бул боюнча корутунду берген экен. Айыпталуучу жаран адамды өлтүрүп жатканда аффект абалында болгон деп. Биринчи сурам ушул. Эмне үчүн анын компетенттүүлүгү боюнча сертификаты жок болуп туруп, ошондой корутунду берип жатат? Бул биринчи сурам. Бүт суроо зам по судебно-экспертный бар. Ал Караева Жанна Райымжановна. Ал айтып берет. Мен августта отпускада болгом. Бүт маселени ал эмне аткарат. Ошол кишиге барышым керекпи? Ооба, мен өзүм профессия психиатр эмесмин. Башка. Түшүнүктүү. Как организатор. Ремонт, питание. Түшүнүктүү, бирок чисто экспертный вопросты мен өзүм. Бирок сиз жалпы ушул республикалык наркология жана психиатрия борборунун жетекчиси болуп атасыз да. Жетекчи катары моралдык болсо дагы жоопкерчилигиңиз бар да. Морал бар, бирок эксперт кандай заключение берет, эксперт өзү жооп берет. Түшүнүктүү. Менин үчүнчү суроомда дал ошол экспертиза боюнча болчу. Анда ал суроону сизге бериштин кажети деле жок экен да. Жок. Ким дедиңиз? Караева Жанна Райымжановна. Ал кайсы жерде отурат? Экинчи этажда. Ал секретарь берет. Макул, мен анда ошого барайын. Себептенде Ал заместитель по эксперту. Бирок буга чейин мен кеч келип калдым. Буга чейин ушул жалындануучу тараптын 2 адамы келген болчу. Аларга сиз айтыптырсыз, дайындап, карап, колдон келишинче объективдүү териштирип беребиз деп айтыпсыз. Жок, алар Кызылжарда болгон турбайбы? Кызылжарда болгон. Кызылжарда. Тоже Абдуллаева болгон. Мен аларга айттым, тияктан келсе башканы жиберебиз. Башка эксперт.
Мен ошол маселе боюнча келип атам. Башка. Кызылжарга жөнөткөн экенсиздер да ошол Абдуллаева дегенди. Анын Мен отпускада болдум. сертификаты жок экен. Бирок эми кандай деп ойлойсуз? Ошол туурабы? Сертификаты жок экспертти жөнөтүп атасыздар, анан ал корутунду берип атат. Корутундун негизинде кылмыштын квалификациясы өзгөрүп 123-кө коюп коюп атат. Башкача айтканда, кылмышкердин айыпталуучунун кечиресиз. Айыпталуучунун кылмышка болгон жазасын жеңилдетип коюп атасыздар. Кандай дейсиз? Ал Жана Райымжан айтты. Рахмат. Жанна Райымжановна, экинчи этаж, судебный отдел. Я вам не даю своего согласия. Сошлитесь на закон. Я вам не даю своего согласия снимать меня. Для чего вы это делаете? Вы госслужащий? Ну и что? Вот. Мы находимся в публичном месте. Вы меня, я не даю вам своего согласия меня снимать. Ну хорошо. Остановите съемку. Почему? А почему мне должны, снимать? А вы сошлитесь, где мне, где есть Мы разрешение находимся в снимать? публичном месте в рамках уголовного дела, рассматриваемое в данном, Вы кто? в данном случае в суде. Я вам предоставил свою доверенность. Еще раз говорю, Азамат на каком основании Нурмухаметович. я вам должна давать тут какие-либо пояснения? На каком основании? Да. Ну вы сперва ознакомьтесь с доверенностью. На каком основании вы хотите, чтобы я вам давала пояснения? На каком основании? Да. На том основании, то, что ваш главврач направил меня к вам. И что? И все. А для чего вы снимаете? Для себя? Что значит для себя? Это что? Развлекательное мероприятие для чего так. для себя? Жанна Райымжановна, Ну, да? Да, А да. по фамилии у вас как? Караева. Караева Жанна Да. Райымжановна. Вы кыргызский язык понимаете? Нет. Или мне к вам на русском надо? На русском На обращайтесь. русском. ко Ну мне. вот, пожалуйста, моя доверенность процессуальная на мое имя от потерпевшей стороны. По На уголовному, каком по уголовному основании? делу 853/2206. И что? А то, что ваши, скажем так, коллеги, в частности Абдуллаева, есть такая у вас коллега? Ну и что? Вот. Согласно статье 15 и 16 Закона о судебной экспертной деятельности, знаете, да? Да, я знаю. И Осведомлены то, что согласно этих статей эксперты На каком должны основании вы сейчас мне том что-либо основ- задаете какие-либо вопросы? на том основании то, что я представитель по доверенности потерпевшей стороны. Согласно закону о судебной экспертной деятельности, мнение эксперта независимо. Хорошо. Все. Поэтому что-либо, если вам непонятно, Мгм. обращайтесь в суд. В суд? Конечно. Так в том-то и дело, что суд вынес постановление на повторную Суд, экспертизу всё, проведения. Если суд вынес проведение повторной экспертизы, Мгм. значит мы ее проведем. В Проведете. составе других экспертов. А почему тогда первичную экспертизу вы провели неправильно? А что значит неправильно? А А то, как вы знаете, что такое правильно, а что такое неправильно? вот на каком основании я вы же можете ссылаюсь на сказать? законы. Вы Еще мне, раз я говорю. вы мне не даете высказаться. Подождите, потому Вы что мне не не нужно даете мне высказаться. здесь устраивать балаган. Я вам с вами Жанна взаимодействовать Райымжановна, не должна. Жанна Райымжановна, Вы слышите меня, никто да? тут не Потому устраивает что сейчас балаган. идет давление Я вообще. Я на прихожу судебных вам, экспертов. я прихожу вам с Что доверенностью. Что вы хотите от меня? Еще раз я вам говорю, экспертиза проводится Я на хочу- основании постановления, так? Так есть И постановление. определения суда. Вот постановление Мнение от 18 января 2023 года. Независимо. Хорошо. И вы не можете Хорошо. оказывать на это давление. Так. А кто оказывает И давление? еще раз я вам А говорю, кто и оказывает какие-либо давление? пояснения я вам давать по этой экспертизе не буду, потому что Давайте я в не таком была случае, экспертом давайте по в данной таком случае экспертизе. пройдем к вашему главному врачу, С какой Руслану целью? Бектурсуновичу. С какой целью? С той целью, то, что он направил меня к вам. Для с чего? этими вопросами. С какими вопросами? Еще У раз меня я два объясняю. вопроса. Два вопроса. Вот Давайте два вопроса. сразу предвосхищаю Хорошо. все ваши вопросы. Как? И сразу предвосхищаю ваши вопросы. Абдуллаева провела экспертизу? Так, провела. Суд будет выносить решение. Если они назначают повторную экспертизу, Мгм. значит проведем повторную экспертизу. Все. Мгм. Все. И все? И все. А вы тот факт, то, что у Абдуллаева не имеется сертификат компетентности по
статье 16. А вы знаете, что такое сертификат компетентности? Знаем. Что? Что это такое? Это, получается, не я у вас спрашиваю, а вы у меня, потому да, что получается? вы... Нет, подождите, да? Вы так уверенно говорите, да? Так. Что вы хотите узнать? Сертификат компетентности. В данном случае у нас проводится экспертиза с сотрудниками, государственными сотрудниками данного отделения. Понятно? Так, вот смотрите, Так. не имея сертификата компетентности, ваша коллега Абдулаева дала свое откуда вы знаете, заключение. у кого есть сертификат компетентности? Дала свое заключение. То, что обвиняемый Откуда совершил вы знаете, преступление у в кого состоянии есть? Еще раз говорю, аффекта. откуда вы знаете? Потому что она является нашим штатным сотрудником. Вы ознакомлены последним постановлением суда от 18 января 2023 года? Почему должна быть с ним ознакомлена? Почему должна? Да. Да, потому что Если назначенная потерпевшая экспертиза- сторона написала жалобу на Хорошо. имя президента, И? на имя председателя Да. ГКМБ, на имя генерального прокурора, на имя министра здравоохранения. И что? И вот по этой причине вы должны быть осведомлены У меня по поводу таких этого дел постановления. очень много. Что значит я должна... Если у вас таких дел очень много, я вам конкретно говорю, Я вам конкретно по уголовному отвечаю. делу Если у вас 853-2206. такое к нам определение, решение суда, определение суда, мы проведем повторную экспертизу. Хорошо, У нас сейчас производство. хорошо. Перейдем тогда ко второму вопросу. Так. Вот смотрите, представьте, обвиняемый Давайте в без сильном, образа. в сильном алкогольном опьянении совершил преступление. И после этого ваши специалисты, коллеги дали заключение, то, что он был в состоянии аффекта. Теперь вопрос. Я не буду вам отвечать на эти вопросы. Еще Научно-исследовательные раз. доказательства Вы подтверждают. хотите уходить уже вовнутрь и в нюансы. Я не буду с вами обсуждать этот вопрос. Экспертиза была проведена. Так? То есть- Эксперт выносил. Хорошо, то есть вы Эксперт выносил отказываетесь. свое заключение. То есть вы отказываетесь. То есть вы хотите, Если- чтобы я, этот материал выложил однобоко, да? Какой однобоко? А Ну что вы же- ну можете вы же выложить? Я отказываетесь. вам ничего не буду отвечать, Ну, потому ну что вы же еще раз говорю, отказываетесь. да, Вы же мы отказываетесь. не можем здесь с вами что-либо обсуждать, какую-либо конкретную экспертизу. Экспертное мнение по закону независимо. Да. Эксперт выносит заключение, за которое несет свою ответственность. Да. Если вы не согласны, вы можете ходатайствовать о назначении повторной экспертизы. Ну, Повторную экспертизу назначат, мы ее проведем. Все. О чем вопрос? Вы приходите на меня и оказываете на меня давление. Давление? Да, конечно, давление вы на меня оказываете. И вы как- начинаете и как- меня и как это снимать, давление понимаете, выражается? да? Потому что вы задаете мне вопросы, вы просите Так меня... вот в том-то и дело, Нет, то, что я подождите. пришел, чтобы узнать ответы, Я чтобы не узнать ответы на участвовала свои в вопросы. данной экспертизе. Вы не и потому участвовали, да. это Вы не важно участвовали. спрашивать следственным органам. Потому что кто? Ну и что вы представитель? Вы понимаете, да, у нас есть следственные органы, которые Данная могут доверенность, привести, данная доверенность, могут данная прийти и доверенность, провести данная расследование. доверенность, Жанна Раимджановна, дает мне право вести Повторной дела во всех Ну, инстанциях. Для чего вот это вот все? Кричите здесь, да? Давите на меня. Никто Что на вы вас хотите, не чтобы я вам кричит. сказала? Что вы хотите, чтобы я Никто вам на сказала? вас не кричит. Я просто хотел, тоже не понимаю, что вы от меня хотел, хотите. вот смотрите, я Что вы просто от меня хотел хотите, узнать я так и не понимаю. ответы на свои вопросы. Вопросы. Знаете почему? Какие Вот, вопросы? вот смотрите. Назначат экспертизу. Дадут эксперты заключение. Все. И все, да? Конечно, А вас, эксперты дают. В этом состоит вас, суть вас нашей не волнует, работы. вас не волнует то, что В этом вас не состоит. волнует то, что тот момент, то, что ваши коллеги, эксперты дают верную. А вы знаете, какое верное? Кто вы такой? Вот смотрите. Подождите, Вот вы смотрите. знаете, какое верное? Даже вы суд- эксперт. Даже Подождите. суд подверг сомнению. Хорошо. Даже суд подверг Имеет сомнению. право. Даже Имеет суд право. подверг сомнению. Назначается повторная экспертиза. Вы Вот. эксперт, откуда вы Вот знаете? если бы, вот Скажите если мне, бы. где есть ложное, а где нет. Вы Вот кто? смотрите. Нет, вы кто? Эксперт. Я юрист. Вот Хорошо. поэтому, вот Вы поэтому не я к эксперт. вам подхожу. Ну почему вы говорите, заранее сейчас вы говорите, что они дали ложное заключение? Эксперт имеет право на свое мнение. Вы понимаете, на то он и эксперт. Хорошо, давайте Что правильно, что неправильно. Хорошо, давайте вы, конкретно. по-моему, в курсе. Конкретно. А мы вот нет. конкретно сошлемся на закон. Статья 187, я вам часть первую прочитаю, и вы потом уже сделаете вывод, законно, незаконно. Статья 187, комиссионная экспертиза, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Да. Республики. Часть первая. Комиссионная экспертиза назначается в случаях необходимости производства сложных экспертных исследований и производится 2 или более экспертами одной специальности. А в данном случае
в данном случае Абдуллаева единолично участвовала в данной экспертизе, что напрямую противоречит данной статье. Абдуллаева единолично не может участвовать. Там туда входили, еще обязательно входят врачи-эксперты, психиатры. Психиатры. А Абдуллаева эксперт-психолог. Да. Психиатров там было целых 3. Правильно. А психолог там 1. Да. А тут пишется, вот смотрите, я вам еще раз перечитаю. Комиссионная экспертиза назначается в случаях необходимости производства сложных экспертных исследований и производится 2 или более экспертами одной специальности. В данном случае там были эксперты-психиатры в количестве 3 человек. У нас А эксперт-психолог всего лишь 1. Вот смотрите, вот что вы на это ответите? Что вы на это ответите? Психолого-психиатрического с привлечением 3 врачей-психиатров, экспертов и 1 психолога. Если вдруг суд, подождите, если вдруг суд, вы противоречите законодательству. Еще раз говорю, если вдруг суд вынесет, да, что нужно еще несколько психологов, пожалуйста, пускай привлекают, мы проведем, но вот смотрите, 3 врача-психиатра, потому что это в первую очередь психиатрическая экспертиза. Психолога, Тогда все равно, вы понимаете? Нет, не все равно. Вы противоречите закону. Вы противоречите закону. Вот, я на ваш вопрос о том, что правильно или неправильно, я вам чисто сославшись на пункт закона, я вам ответил. Да, я не отрицаю тот факт. Я не отрицаю тот факт, то, что там были 3 психиатра-эксперта, но была всего лишь 1 психолог-эксперт. У нас обычно участвует комиссия, подразумевает 3 врачей-психиатров-экспертов. Психолог всегда, как правило, бывают такие случаи, когда суд говорит, привлекаем 2, мы привлекаем, ради бога. Все. В данном случае у нас проводится 3 врача-психиатра и 1 психолог. Извините, 2 или более по одной специальности, это не мои слова, я вам прочитал даже 2 раза. Специальность у нас, что это медицинский одной специальности. Психолог. Одной специальности. Это все в одном разделе. Одной специальности. Еще раз говорю, это все в одном разделе. То есть вы хотите сказать то, что психиатр и психолог это один и тот же специалист, да? Нет, вы один и тот же специалист. Но у не нас надо в составе нашей комиссии не надо себе всегда 1 противоречить. психолог. Я вам не противоречу. Что вы мне говорите я сейчас? Я вам перечитал закон. Еще раз я вам Статья говорю, 187, часть 1. Назначается, если вдруг, это придумано тоже не нами, если суд хочет, чтобы было несколько психологов, пускай назначает, дадим несколько психологов. Это не суд так хочет, это в законе так прописано. А суд уже вынес постановление на повторную экспертизу, понимаете? И я как юрист, как представитель, я всего лишь пришел к вам уточнить, узнать ответ на свои вопросы. На какие вопросы? Ну я же вам задал. Вы же отказались. Да, отказалась. Что я отказываюсь? Вот первое. Сертификат компетентности. У эксперта-психолога Абдуллаева на тот момент не было сертификата компетентности, что напрямую запрещает ей давать заключение. Первый вопрос. Второй вопрос. В состоянии алкогольного опьянения ваши эксперты выносят заключение, то, что он был в состоянии аффекта, в то время как он уже был пьян при совершении преступления. Еще раз, да? Вы эксперт? Я не эксперт, вот именно если я к вам прихожу. Если вы не эксперт, тогда вот именно я к вам откуда прихожу. вы знаете про состояние алкогольного опьянения и его степени? Откуда я знаю? Да. Вы хотите, чтобы я перечитал медицинское освидетельствование? Мне не нужно перечитывать. Значит, смотрите. Я ссылаюсь на факты. Вот смотрите. Заключение под ним подписывается. Давайте. Значит, должно быть обоснование. Понятно, да? Вы дадите мне возможность ответить на ваш вопрос. Если вы говорите про алкогольное опьянение, да, то это еще ничего до конца не значит, потому что у алкогольного опьянения, я даже не знаю сути сейчас, да, потому что я не проводила эту экспертизу, но даже я вам могу здесь сказать, что даже там есть степени, и не все так просто. На то оно и экспертное мнение, и заключение. Все, вы все сказали. Давайте я вам теперь отвечу на ваш вопрос, откуда я знаю, был ли он пьян или не пьян, да? Я вам перечитаю 2 абзаца. Я вам перечитаю постановление суда, 2 абзаца. Вот смотрите. Эксперт Орского областного центра психиатрии и наркологии при даче заключения за номером 599 от 7 сентября 2022 года об аффекте
не приняли во внимание постановление медицинского освидетельствования за номером 2712 от 13 августа 2022 года об алкогольном опьянении, в котором было установлено его алкогольное опьянение, а именно то обстоятельство, что он не мог ориентироваться во времени и в пространстве и не в полной мере отвечал на вопросы в позе Ромберга, неустойчив, сильные неприятные запахи изо рта. Лист дела 335, первый том. Хорошо. Второй абзац. Я еще не закончил. Вышеуказанное медицинское освидетельствование за номером 2712 не отражено в рамках амбулаторной экспертизы за номером 599 от 7 сентября 2022 года. Вот видите? Назначили повторную экспертизу? Все вот это указали? Повторную экспертизу назначили? Там было два. Что? Аж целых два экспертиз, амбулаторная и стационарная. И во всех двух выносит заключение то, что он был в состоянии аффекта. В то время, когда он был уже, будучи пьяным. Хорошо, от меня что вы хотите? От меня я просто хотел узнать, как Что? мнение эксперта. Понимаете, я не эксперт. Я еще раз говорю, для того, чтобы я не могу вам просто так тут говорить свое мнение. Для этого надо изучать дело, знакомиться с материалами дела, понимаете, да? То есть это не выносится на коленке, просто так. Вот смотрите, вы мне какой вопрос задаете? Я вам хотел задать всего лишь два общенаучных известных Да не надо мне вопроса. научно-научные. Первое. Сертификат компетентности. Согласно статье 16 о вашем законе о судебной экспертной деятельности, у каждого эксперта должен быть сертификат компетентности, который обновляется каждые 5 лет. Правильно? При даче заключения вашим коллегой Абдулаевой у нее не было данного сертификата. Второй вопрос. Согласно научным исследованиям, доказанным, в состоянии опьянения алкогольного, если человек совершает преступление, то это не относится к аффекту, и к физиологическому аффекту это невозможно сопоставить. Понимаете? Согласно заключениям ваших коллег, данное уголовное дело было переквалифицировано на статью 123. Еще раз то есть, судебно-экспертное вот смотрите, то мнение. есть, Мнение эксперта, оно независимо, не согласно. пожалуйста, вот направляйте, вот именно. еще ходатайствуйте. Мы уже не против, мы не против. То есть мы всего лишь делаем свою работу. Вы не согласны, будут еще эксперты. Вот. Не согласны? Не согласны. Ну хорошо, не согласны, будут еще. Про что, собственно, разговор-то? И еще раз говорю, мы не имеем. Вот вы сейчас мне предъявляете претензии. Подождите, вы предъявляете претензии. Тут человек умирает. Никто, даже я не имею права давить на экспертов. Вы понимаете? Кто давит? Никто. Еще раз я вам говорю, вы сейчас говорите, это вот так, там вот такое-то, да, это значит неправда, это неправильно. Откуда вы знаете, как правильно или нет? На то он и эксперт. Не согласны с этим мнением? Выносите, ходатайствуйте, будут еще. Что вы тут, собственно, устроили вот такой вот так много разговоров? Про что? Это вообще? вы устроили. Я просто подошел, представился. Все, представились, хорошо. Доверенность свою предоставил, правильно? Но вы от меня что-то хотите? От меня-то что вы хотите? Я же не против, чтобы проводили экспертизу. Я уже услышал вас. Просто имейте в виду то, что из-за вот таких неверных действий ваших коллег закон. Как вас зовут? Меня Азамат зовут. Смотрите, да, верных или неверных – это ваша оценка. Это моя оценка. Это не субъективная. Я основываюсь на законе. Я вам даже перечитал статью закона. Эксперта, у него тоже свое мнение, которое защищено законом. Вот смотрите. Ну что тут, о чем тут говорить? Не согласны? Еще, пожалуйста, проведем. Жанна Райнджановна, вот обычный такой пример. Вы водите машину? Нет. Вот смотрите. Допустим, водитель сел за руль, и у данного водителя нет водительских прав, скажем так, водительского удостоверения. Его остановили гаишники и привлекли к ответственности за неимением водительского удостоверения. То же самое и у вас. Ваш эксперт, психолог выдал заключение, не имея сертификата компетентности. Понимаете? Нет, вот такая вот сравнение. Не все так просто. Не все так просто, понимаете? Не все так просто. Хорошо, я вас услышал. Да. Всего доброго.